Смотрел добрый вечер. передачу, Добрый день. кстати, передачу вот эту сняли, я не знаю, новая, по-моему, не новая. Арарат Кишян снимается в этой исторической передаче, снимают они, актер, вот этот пацан, как он, Да. рыжий такой, Да, как да, он, да. ну, вот этот был сериал на СТС молодежный, как он, даешь молодежь, по-моему, Да. и как он, рыжий такой. Они, короче, он снял серию передач про Киласурскую стену, про Абхазскую Великую стену. Ну, Да. там теории, догадки Узбек. и все остальное там. Он узбек вообще. Я не знаю, честно. А, кто. узбек, Такой я рыжий не вот знаю. этот паренек, да? Ты не смотрел, Денис? Он русский, на русского знаю. похож, почему узбек? Да, видишь, он русский, по-моему. Я, значит, за другого говорим. Я знаю Не. узбека. Ты не смотрел передачу эту, Денис? Это в Ютубе, я так понимаю. Да, Абхазская, Великая Абхазская стена, посмотри. Материал. Я, кстати, думал, почему тогда не у тебя, как его? Консультировались. Да. Так, я вижу канал Апсны Гид. Документальный фильм «Великая Абхазская стена». Ну, передача русская. Я, кстати, сейчас я, по-моему, посмотрю. Я кому-то отправлял в WhatsApp, по-моему. А 2 недели тому назад. Да, совсем Место свеженькая. происшествия. Да, Ну, слушай, я, честно тебе скажу, я не смотрел, но я тебе так скажу, если там нет наших историков и археологов, я не вижу смысла этот фильм вообще смотреть. Угу. Ну, может, они знаешь- консультировались, они показали. Нет, там Надо сейчас такие ничего консультировались. лишнего, там, я так посмотрел, не было сказано. Ну да, там они своего тоже от себя чины понакидывали, конечно. Вот ты знаешь, когда снимают вот какие-то фильмы, во-первых, надо связываться с абхазскими археологами, историками. Например, у нас, вот ты понимаешь, у нас же есть, например, ребята, которые всю эту стену пошли пешком, изучали эту стену. И как можно снимать документальный фильм, даже не спросив их? Ну, это знаешь, ну, Нет, ну, наверняка они спросили сами, бы они тоже откуда информацию брали. Скорее всего, консультанты были у них. Да. я посмотрю. Но я же говорю, я не нашел там, вот он, этот парень рыжий, вот он. Ну да, я увидел. Вот этот парень рыженький. Да, я тут увидел, я для себя зафиксировал видеоролик. Я посмотрю. Кстати, Ну, Денис, ты знаешь, вы знаете, как обычно очень много мифологии связано с этой стеной. да. Всякое там придумывают. А потом, знаешь, как люди должны понимать, что наука идет вперед, и наука не стоит на месте. И есть новые открытия и так далее. Поэтому на сегодняшний день, в принципе, уже понятно, для чего построили эту стену. Уже почти понятно. Так что... ну скажи, Денис, а есть вероятность того, что эта стена, она не с Сухума начинается, а есть ее обрывки ближе к нашу сторону. Может быть такое? Нет, стена конкретно начинается рядом с Киласуром. Ну, рядом с Не может там быть, есть да, точки. что в сторону Гудаут и Гагры там нету таких, да, артефактов. Я понял. Нет. Но я тебе больше скажу, такая схожая стена есть и в Грузии. Угу. О чем, кстати, почему-то грузины вот- умалчивают. Вот смотри, я смотря... Почему умалчивают? Да, немного чего умалчивают. Схожая О чем стена они есть и в Грузии. Да? Да. Почему умалчивают, Денис? Мы не поняли. Но это, знаешь, как когда же они любят эти всякие сказки рассказывать по поводу того, как там Абхазы. А тут понимаешь, что получается, что стена такая же есть и в Грузии. Да. Тут, Ну знаешь, смотри, тут, Денис, знаешь, логика просто ломается. вот смотри, эта стена, вот по ней там несколько культур приложила к ней руку. То есть разные периоды времени, но Да. у научной истории нету определенного одного ответа, кто изначальный строитель этой стены. То есть кто изначально ее строил и для чего ее строил. Вот до сих пор, насколько я понимаю, точно именно вот стопроцентной теории нету, правильно? Ну, слушай, Ну, скорее знаешь, всего, византийцы, правильно? Нет, это далеко не Тоже Византия. нет. Я тебе скажу, просто, к сожалению, эта работа еще не вышла. Мгм. Нашего коллеги, парня, который это все... Вот понимаешь, вот что значит
Кабинетный историк это одно дело, а когда человек прошел всю стену, изучал, брал материалы, проводились исследования, это на самом деле очень серьезная работа. И я тебе хочу сказать, что на самом деле там реально несколько слоев. Начиная с эпохи Абхазского царства. То есть это реально, начиная с периода Абхазского царства, там есть слои. Вот. Так что все там далеко не так, как это иногда кажется. Интересно. Вот скажи, пожалуйста, Денис, вот часто вот это вот, допустим, про церковную жизнь в Абхазии, как бы споров как бы нету. Первые христианские комплексы византийцами, да, здесь построены. Не, раньше. Первые все-таки храмовые комплексы в основном византийцы. Византия, конечно же. Да? Византия, конечно же. Первый храм. Да. Абата. Это Византия, брат. Византия, 6 век. Византия, брат. Византия. Транский собор на месте, кстати, чтобы вы знали, Бедийский собор построен в 999 году. На месте этого собора есть храм более древнего периода. То есть, на самом деле, что вы знали, многие храмы стоят на фундаменте более древнего. Да, на других. То же самое вот наш Бзипский, да? Римского периода, да, значит? Византийский. Нет, те старые на основании римского периода строились. До 5 На века. основании эпохи Византийской империи. римского периода до византийского разные периоды правления были. Вы, ребята, не забывайте о том, что в IV веке Римская империя распалась уже. Я за это и спрашиваю. Транский собор 6 века. Буддийский собор стоит на фундаменте 6 века. Абата 6 века. Да. 3-6. Значит, Амбара 6 века. Денис, вот смотри. Вот грузинская вотчина. Именно есть такое понятие грузинская архитектура, христианская архитектура. Есть такое понятие вообще? Местная архитектура, она вообще характерна для Абхазии, Грузии, Армении. Да, вот скажи, вот именно есть ли на территории Абхазии, именно чтобы вот сказать, вот допустим, я понимаю, я расцениваю так. Вот сегодня строят мне гостиницу ребята с Узбекистана. Но она же не стала моя гостиница узбекская, правильно? Или дом я строю себе, узбеки или таджики строят. Они же не строятся, то есть таджики мне построили, таджикские. Вот храмы именно, чтобы имели отношение вот к грузинской архитектуре, и грузинская рука это делала. Такие храмы у нас есть? Слушайте, ребят, давайте говорить честно. Да, честно. Учитывая тот факт, что у абхазов не было письменности. Конечно, с 10 века, если абхазы приглашали, скажем, грека, надпись была на греческом языке. Да. Если приглашали грузина, естественно, надпись была на соответствующем языке. Конечно. Например, скажем, Атенисиони в Грузии строил Тодосак, армянин. И там надпись «Я такой-то, такой-то Тодосак построил этот храм». И там имеются надписи на армянском языке, потому что Зодчий был армянин. И что теперь делать? Ничего. Поэтому, это такие глупые споры, если честно. Да. На сегодняшний день храмы в Абхазии, где имеются надписи на грузинском языке, потому что здесь были грузинские миссионеры. Конечно. Грузинские строители. Вот Конечно. и все. Но послушайте, на Северном Кавказе тоже есть храмы с грузинской надписью. Что теперь? Кто-то хочет сказать, что Тхаберды построены на территории Ингушетии, и там надписи на грузинском, что там не жили ингуши, что ли? Нохчи там. А что там, нохчи там не жили? Да. Вы знаете, это такие... Ты знаешь, князь, я даже не хочу на тему спорить. Да, это бред. Мы, во-первых, скажи, с 10 века же, да, получается, перешли, вот, допустим, ввели письменность на грузинском языке, это в X веке, да, где-то? Или в XI? Ближе к концу X века, но вы учитываете, что на самом деле надпись греческая никуда не исчезла. Да, это не спорю. Я имею в виду, вот, допустим, письменность, переписи велись на грузинском, когда после распада... Я вам так скажу, на сегодняшний день нет ни одного, подчеркиваю, ни одного документа династии Леонидов на грузинском языке. А на каком есть? Мы знаем переписку абхазских царей греческий. Да. А вот... Переписку с патриархом византийским вы имеете в виду, Денис? Да?
Так, Ну, есть, учитывая, то что есть, греческий был международным языком для Абхазии. ну, уже туда, тогда, когда общее государственное строилось, уже тогда Точнее, языком перешло на... дипломатии. Уже к XI веку перешло на грузинский, да, там уже когда это Баграт был, правильно, все эти цари, уже как бы Да. до какого периода, когда уже перешли на основу, на арабскую вязь, ну, то есть на турецкую, Ну, слушай, это уже эпохи Османской империи. османская империя. То есть это сколько веков все-таки было? Период Ну, общего государства. османы появились на берегах Абхазии в 16 веке, но они же не сразу закрепились. Ну да. То есть Ну, вот, кстати, период, если я ты- хочу если- точный период общей государственности, Денис. Вот меня интересует общего государства вместе. Сколько это, какой период был? Ну, это около примерно 300 лет. грубо 300 говоря. лет, правильно? И вот за вот эти 300 лет, которые мы жили в одном государстве, нам приходится до сих пор, как это сказать, Оправдываться. вот это приходится, блядь, спорить и терпеть, что было в... А зачем спорить? Ну, подожди, а почему 300 лет? А во времена Давида IV... что сами грузины не были в составе других государств? Ну, я же про это и говорю. А во времена Давида IV мы разве не жили в одних пространствах, в одном? Ну, уже после развала государства говорить о каком-то едином пространстве уже Да. не приходится. Бред. Вот у нас споры всегда, вот без тоже споры этих участвует. Вот, больше да, участвует. подожди, обсны секунду, брат, как раз вот не обессудь, мой брат. Вот у нас спор. Вот скажи, в период Тамары, в период там Баграта, как называлось государство, которым правила вот Тамара? Название государства. Вот у Ну, нас слушайте, спор. вы знаете, я вам так скажу. Для багратитов Мгм. название Абхазии было престижное. Да. Юридически закрепленные. Ну, будем так говорить. Вот вы откройте... вот у меня вот По здесь- династии, правильно? У меня вот здесь работа в Ахуште Багратионе, и он Да. говорит, что в этом абхазском царстве правило там 200 с чем-то лет багратиды. То есть для них, ну, учитывая, от кого пошло государство, название Абхазии для них как бы было, ну, свое государство так называли, отдавая дань традиции. Потому что это было престижно. Да. Вот вы также обратите внимание в эпоху, если вы будете внимательно читать карты время. Ну, потому что корона перешла от абхазского царя, да же, Денис? Ну да. Законные права такие были, да, чтобы называть его абхазским. Законные права на корону. Да, вы не забывайте, что откуда пошла вот эта царская. И они же с Абхазии начали свое царствование. И поэтому для них на первом месте они же как писали? Мепе Абхазта, да? То есть царь Абхазии. Так начинается титул. Вот. И, кстати, в Мокском соборе раньше имелась надпись, где Давид, строитель, назван царем Абхазии. Вот. Так что такая история. Государство. Ну да. После этого уже было, понимаете, это ясное дело, что по своему уже внутреннему содержанию, конечно, это уже не было таким абхазским государством, но название, оно сохранялось как дань традиции, потому что багратиды царствования начали именно с абхазского царства. Вы даже обратите внимание, когда они говорят о западной части царства, они его назвали Абхазия. Например, там во время нападения на государство, скажем, вот куда ушла царица Русудан? Она ушла в Абхазию, там написано в источнике. Под Абхазией имеется в виду вот эта западная часть государства, где правила династия Леонидов, где была изначально вот эта их территория. Вопрос один. Вот мигрелы, грузины говорят, что ладонь на флаге над Сухумом, который был, это был во времена, те времена, когда мигрельские князья захватили до реки Гумиста. Но этот же флаг на ладони был раньше, до того, как грузины сюда пришли, дадяне сюда пришли с войной. Слушай, вы знаете, с этими, условно говоря, флагами целая история. Грузины говорят, что тот флаг наш, вот если вы откроете карты, и вы увидите, что этих флагов просто уйму. Но не могло быть столько флагов у одного княжества. Ну, быть такого не могло. Понимаете?
Это во-первых. Во-вторых, значит, эта ладонь, открытая ладонь на красном фоне, упоминается где-то уже, получается, Я достал одну, а где вторая? что за шум там? На дискотеке был? Кто был на дискотеке? Музыка, да. Как можно государство называть название? Мы как решили, что оно все-таки называлось Абхазское? Но если ты будешь называть государство абхазским, в этом ничего плохого нет. А если грузинским? Тоже ничего плохого, правильно? Ну, по своему смыслу. Ну, то есть они, вот смотри, вот смотри, Денис, то есть общее, когда вот они расцвет, вот есть такое понятие «золотой век Грузии», да? Ребят, понимаете, вы должны понять все одну очень простую вещь. Это было государство, где правила династия. Да. И в этой династии под их подданством были разные народы. Абхазы, осетины, армяне, жители вот это Ширваншаха и так далее. Это было многонациональное государство, в котором правили багратиты. Это было не национальное государство одних грузин, там, абхазов, армян и так далее. Поймите это уже наконец-то все. Да. Все должны понять. Мы это понимаем. Вот и все. Другие не понимают. Тут не надо спорить на эту тему. Это было государство. Ты знаешь, когда писал свою диссертационную работу, по крайней мере, развал этого государства, я его называю абхазским. Потому что оно действительно называлось абхазским по названию. Мы же понимаем, что по своему существу оно уже не было абхазским как таковым. Но оно так называлось по большому счету. Да. Это было многонациональное государство, в котором правила династия багратитов. В династии багратитов у них была царская армянская кровь, царская грузинская кровь, царская абхазская кровь. И все. Это не был национальным государством грузин. Почему здесь только одних грузин? Для абхазов он был абхазским государством. Для грузин он был грузинским. Вот каждый народ, который жил в этом государстве, каждый считал своим государством. Это было единое объединенное государство абхазов и грузинов и И армян. никаких споров, ничего не возникало, правильно? Нет, слушай, нет, я вас прошу, какой там эпоха феодализма, вы вообще о чем? И ты знаешь, я вообще не люблю эту тему этот спор, потому что в этом нет никакого смысла. Вот, кстати, Денис, у меня 2 дня... Гоша, по-братски, мы тут вопрос один задали, Денис не успел ответить. Давай, Ответите потом. давай, Вот молчу. насчет упоминания флаги ладони ты не рассказал. Впервые упоминается... В 1380 году Тогда еще Дадяни здесь не было. уже были, но там дело в чем? Дело в том, что Тамерлану все там проблема в источнике. Дело в том, что источник, на который опираются исследователи, просто у меня есть перевод с оригинала, кто писал этот материал, вообще по поводу этого флага, открытого правой ладони, да, он изображен на карте 1380 года. Но дело в том, что на карте он изображен где-то в горах Абхазии. Этот флаг. Начнем с этого. Горную территорию мигрировали, контролировали. Начнем с этого. Во-вторых, есть письменный источник. Но дело в том, что в письменный источник там обычно говорят, что тот, кто его написал, он был путешественником. Дело в том, что он не был на Кавказе. И если вы будете читать вот полностью весь оригинал, целиком будете читать, вы поймете, что во-первых, автор был мнимым путешественником. То есть он реально не путешествовал. Он просто взял разные источники и составил такое виртуальное путешествие по миру. Просто об этом почему-то все забывают. Это, видимо, потому что люди не знакомы с первоисточником. Просто я знаком, у меня есть перевод этого материала. Вот. И поэтому у автора, кто описывает страны Кавказа, кто описывает этот флаг, у него очень много путаницы по Кавказу. Поэтому, когда Мигрелы говорят о том, что якобы это был флаг Мигрельского княжества, ты знаешь, это такая, натягивают сову на глобус. Будем так говорить. Вот. Но, кстати, я, насколько знаю, есть один материал османский, где упоминается, что когда абхазы шли на пиратство, у них был именно этот флаг.
Когда так. Ну, 1380 год, это же время правления Тамерлана, он же управлял тогда, вторгался в Грузию 8 раз. Было дело. Кто только не вторгался. До нас он не дошел. До нас же не дошел без... Нет, до территории Абхазии он не дошел. Нет. Именно я имею в виду именно саму территорию Абхазии он Да. не охватил. Слишком узкое место между горой и морем и воинственные племена. Вот так же и Чингисхану сказали, когда он к кипчакам шел. Так что вот так. Ты что-то хотел сказать? Да, я хотел, Денис, вот смотри, у меня 2 дня странные споры, не споры, а вообще, вот я нашим соседям, братьям моим, вот хочу от них услышать ответ, они не хотят со мной говорить, говорят очередной бред. Вот скажи мне, пожалуйста, вот смотри, у каждого народа на Кавказе есть свои, так сказать, вот, братья. Ну, то есть братья и Меня уже смущает термин братья. Стой, родственные народы. Вот смотри, есть родственные народы. Абхазо-адыгская языковая группа. Для абхазов родственные народы это кто? Черкесы, правильно? Однозначно, конечно. Да. Нахо-дагестанская группа. Для нахов кто является родственным народом? Это дагестанцы, правильно? Нахи, дагестанцы, правильно? Не, Подожди. Подожди. Стой, дай я закончу. Нахи, Да, что я... это часть дагестанцев, чеченцы Да. и ингуши. Они все нахи. Да. Я сейчас закончу. Они друг другу являются родственными. А картвелам кто является родственными народами? Но ты когда говоришь картвелы, там 3 народа: сваны, мигрелы, карплицы. Так, подожди. Вот Картвелам родственные народы являются лазы, мигрелы, сваны. Правильно? Лицы. Лазы, мигрелы — один народ. Да, кто Ну, входит? лазы, мигрелы это один народ, да, как Карфейский, абхазы и абази. В общем, мигрелы, сваны являются родственными народами с картвелами. Правильно? Подожди. Послушай. Гоша, с котлицами. Я, ребята, кое-что объясню. Вот мы Давай. же, понимаете, в нашем случае не говорят о нахо, дагестанцы, абхазы, адыги. Да. Например, скажем, есть славяне. Ты же не говоришь, с кем родственны славяне. Ну, русские, белорусы, Да, украинцы, поляки да. и так далее. Здесь то же самое с картвелами. Картвелы, Ну, это кто же там народы между собой? все-таки. Белорусы, украинцы, русские, это же разные народы. Это разные народы, но они родственны между собой. Их Конечно. дали общее название. Вот о чем я и Просто в говорю. нашем Значит, случае, подожди, да. ты мне должен говорить. В нашем случае решили назвать абхазо-адыгский народ. Мгм. Могли бы, ты знаешь, вообще могли сказать черкесские народы. Так тоже можно сказать, а что, абхазы Да. разве не назвали черкесами? Да. Назвали. Я Просто в понял. науке закрепился именно такой термин. Можно было Денис. вообще всех абхазов с адыгами назвать черкесские народы. Я понял. Ну вот я к чему клоню. Ты же понимаешь, что все-таки сваны и мигрелы это народ? Вот к Еще чему раз, я Гоша, клоню. Еще раз. Картвелы — это 3 народа. Да. Мигрелы с лазами, по-моему, это да. 1 народ. Народ. Сваны и картлицы, они родственные, они картвелы. Да. Что ты хочешь понять? Все, вот это я хочу от них узнать. Вот Они и говорят, всё. нет. Ну что значит, Поч- нет, мы говорим картвельские народы. Почему Есть такой тогда? термин Вот народ. именно, мы говорим картвельская языковая семья. Мы говорим картвельские правильно. народы. Туда входят Ученые, картвельцы, туда секундочку. входят сваны, мигрелы, ну, Да, вазы. ученые Не говорят, перебивай Дениса, пожалуйста. и ученые говорят, историки говорят, и все остальные. А они говорят, нет. Ну как так? Ну, послушай, вот, Гоша, вот, ребята, подождите. Да-да. Что вы хотите от сидящих здесь грузин, неучек, которые не знают смысла? Все, блядь, все, Денис, убил, поставил точку, блядь, баста. Не, подождите. Вот вы знаете, я просто вот давайте. 100%. Что вы хотите от грузина, вот который я вот сейчас вот вечером Всё. я заходил в Facebook, и мне в Фейсбуке в моей группе Дамхурц человек пишет, что до Российской империи он мне говорит, Сухумгар принадлежал Мингрели. Ну, послушай, этот человек не учился в школе по истории. Порто Мигелико, да, Денис? Денис, Порто Мигелико или как? А над Кубанью висел Поэтому мигрельский флаг. с кем вообще можно общаться? Вообще, вы знаете, я вообще в последнее время
Я же говорю, у тебя у себя в Телеграме или у себя в Фейсбуке, в Дамхорте, я что-то выложил, я вижу хотя бы одно кривое слово в своей адрес, я просто блокирую. Зачем слушать таких людей? Ну, послушайте, люди дуб дубом, они свою историю в школе плохо учили, историю Абхазии, тем более не знают. С кем вы хотите общаться, разговаривать, я просто не могу понять. Вот ребята заходят, люди заходят в Facebook, особенно, адекватные люди. Но я даже что-то выложу, меня начинают оскорблять, всякие гадости в адрес. Зачем с такими людьми общаться? Я просто Согласен. и все. Полностью согласен. А вот над Кубанью... Ребята, вы знаете, тоже, послушайте, есть наука, а то, что здесь в интернете люди глупости пишут, послушайте, во-первых, вы всем рот не закройте, начнем с этого, это во-первых. Во-вторых, люди свою историю не знают, то, что история Абхазии. А то, что им там фантазируют себе в головах, ну, вы знаете, это никакого отношения к науке не имеет. Вот и все. Да. Поэтому, да, вы говорите, вот они сказали, кто они? Есть наука грузинская, вот, Да. академическая, официальная, вот их надо читать. А то, что им там кто-то что-то в интернете говорит, послушайте, слушайте этот бред, ну, лично у меня нет никакого желания. Да. Бред Вот вы знаете, вот ты знаешь, Гош, вот у тебя Денис, или ты вот, Гош, ты же никому не докажешь, что тебя вот Гоша зовут, или меня Денис зовут. Я же никому не доказываю, правда же? Это из этой серии. Сейчас кому-то должен докажешь, что я есть это я. Да. Глупость. А то, что там кто-то что-то говорит, послушайте, отправьте его к психиатру. Да. Они же утверждали, что над Кубанью мингрельский флаг висел. Этот гений, Нобелевский лауреат. Послушайте, я же выпускал по поводу вот этих флагов, что касается. Я же вот здесь в ТикТоке выпускал видеоролик. Правда, я их поудалял, потому что я хочу чуть-чуть по-другому сделать. Вот. Во-первых, начнем с того, что, вы понимаете, этот человек, это Кенсурашвили, да, если не ошибаюсь, его фамилия, этот человек не разбирается в картографии. Что вы от него... Вот вы знаете, человек глупости несет. Я вам серьезно говорю, этот человек несет глупости, этот человек не знает ни истории, он ничего не понимает в картографии, абсолютно он ноль в этом вопросе. Денис. С важным лицом зато. И в-третьих, вы должны понимать, что многие картографы, подавляющее большинство, которые рисовали эти карты, никогда на Кавказе не были слушать. Они рисовали со слов каких-то путешественников, каких-то купцов. Вы обратите внимание на ранние картографические, значит, эти материалы, неправильно нарисованные берега, города смещены что-то налево, что-то направо. Например, я хочу сказать, что вот где вот карта Джакомо Гастальди, например, скажем, там есть города Черкесии, смещенные в сторону Грузии. И понимаете, и люди вот это смотрят, они ни черта не понимают в картографии, вот это они понимают за веру. Где Черкесия, где Грузия? В истории есть понятие, научный какой-то анализ всего этого, понимаете? Вы что думаете, что все, что нарисовано на карте, это что, правда, что ли? Все? Понимаете? Вот и все. А люди, они в этом не разбираются, они понятия об этом вообще не имеют. Что вы от них хотите? Они свою историю, слушайте, не знают. Вы о чем, ребята, вообще? Денис, можно вопрос еще? Не портите себе нервы. Денис, можно еще вопрос? Вот тут я с адыгейцем парнем, он грузинский такой был парень, и он говорит, адыги, кабардинцы, вот все адыгейцы это черкесы. Я говорю, абхазы что, не черкесы? Общее название черкесов и Абхазии, абазины туда входят. И он со мной спорил, что это не так. Да. Можно ли все абхазо-адыгские народы общим словом назвать черкесы? Вот это мне, вот вы упомянули как-то, можно вы уточните вот этот вопрос? Ну, смотри. На сегодняшний день, конечно же, к термину черкесы и абхаз уже не относятся. Я вам так скажу, вот если вы возьмете материалы там раннего периода, например, у меня вот здесь есть материал, написанный в Германии черкесом, Айтека Намитока, если не ошибаюсь, фамилия этого черкеса, он писал, что, сам будучи черкесом, он писал, что черкесы делятся на 3 народа. Это абхазы, это, значит, убыхи, да, он писал, и сами черкесы. То есть в старые времена зачастую, по словам черкес, понимали адыгов вместе с абхазами. Да. То есть это имело место быть просто. Да, конечно. То есть такое реально имело место быть. Сейчас можно ли общим названием назвать абхазо-адыгские народы? Общим названием черкесы? Секундочку, ну, сегодня можно? Так сложилось, что уже, наверное, нет. Нет, да? Ты понимаешь, я извиняюсь, ребята, можно я в чат обращусь? Пожалуйста, подождите. Нас 110 человек смотрит, ребята. Спасибо всем за то, что не оскорбляете. Ребята с Грузии, пишите на доступном языке. Модераторы вас будут отключать. Сначала, ребята, отключаем на 2 минуты. Если не понимают, отключаем на 5 минут. Если нет, то на пожертвование.
Не Это надо, во-первых. никого терпеть. Кривое слово сказали в Да, банк. да, не, имею в виду на доступном. Я- Кто-то пишет мат, вообще удаляем. Они все знают. Я, например, в Это Фейсбуке во-первых. только так и Второе. делаю. Хватит слушать, Да-да-да. знаете, Второе это- хочу это- сказать, это ребята, военный момент. адекватные. Добавляйтесь, пожалуйста, в эфир, ребята с Грузии, адекватные ребята, пожалуйста. Мы будем рады, если вы подниметесь. Только, ребята, с адекватные, поднимайтесь, потому что нецензурная брань не приветствуется. То есть только логическое общение без мата. Это второе. А третье, Денис, помнишь, когда, как тиктоковская стрелка у нас была, когда Дениса нам, короче, сказали, будет историк. Как там было, Денис, суперисторик, кандидат исторических наук. Короче, Я помню ну эту такой преподнес, ну, мингрельский фарс я называю. Короче, Денис, бедный, там книги, какая тема, заранее обсудили тему. Что за тема там была, не помню, но Денис подготовился. И историк пришел. Ну вот я, по сравнению с ним, я конкретный историк. И Денис его вообще раз, два, ну два-три слова. Как это, знаешь, фильм «Легенда», когда он говорит, мы пришли на реальную разборку, а здесь, говорит, какие-то пекари, говорит, пришли. И сильное, что я из всего разговора запомнил, без вот это Порто Мигрелика. Мигрелия была да туапсе. Помнишь, Денис? Да, над Геленджиком, Михайловский факт. Не, туапсе, говорит. Ну вот смотрите, по поводу предыдущего вопроса, вот вытащил книгу Айтека на Метока «Происхождение черкесов» называется, но было написано за рубежом, потом перевели на русский язык. Смотрите, что он пишет. Или сочетая два последних метода, можно разделить черкесов в самом широком, вдумайтесь, в широком смысле этого термина на три группы. Собственно, черкесы, которые называют себя общим именем адыги, убыхи, которые притязают на имя адыги, но более чем ощутимо отличаются от предыдущих своим языком. Третья – абхазо-абазская группа, он пишет. Это так, ответ на ваш вопрос. Спасибо. Что-то новое есть, Денис, какие-то новые данные, новые источники, что вы можете озвучить, хотя что не можете, не надо. Я ничего вам пока не могу озвучить.